Мы находимся на территории Табагинского мыса, где идут инженерные изыскания дна реки Лена, чтобы быстрее начать строительство Ленского моста. Ближе, чем на 25 метров подходить к буровой установке нельзя, так как это не соответствует ГОСТам и стандартам безопасности. Однако, как уверяют рабочие, вся вот эта территория была залита водой, а потом ее уберут, чтобы во время ледохода не образовывалось заторов. На данный момент мы присутствуем на площадке, где производятся инженерно-геологические изыскания для строительства Ленского моста. То есть вот мы видим, стоит буровая машина, которая сейчас производит бурение скважин для основных опор моста, то есть пилонов. То есть скважины глубокие, поэтому, соответственно, стоит вот скважины по 55 метров, вот здесь он бурит. То есть у нас вот специально подготовлена площадка, то есть мы намораживали лед, то есть сформировали площадку для того, чтобы обеспечить необходимый запас прочности, и чтобы у нас все были обеспечены безопасные условия производства работ, как промышленные, так и экологические. Основные трудности – это суровые климатические условия региона. Ну, мы знали, на что шли, поэтому подготовились. А начали мы, соответственно, в конце февраля, и должны, соответственно, уйти до середины апреля. Поэтому у нас сроки сжатые, то есть и на данный момент вот работают, то есть до 5 станков на реке работает. Изыскания нужны для того, чтобы запроектировать мост. То есть геологические изыскания производятся для того, чтобы понять строение грунтового основания в данном районе. Также будут произведены гидрологические изыскания чуть позже, когда лед будет сходить. То есть в дальнейшем мы будем проводить моделирование русловых процессов ледохода. То есть будет как физическое моделирование, то есть мы будем делать масштабную модель русла реки, то есть с учетом берегов, глубин, проток всех. То есть изучать прохождение ледохода, влияние моста на ледоход. То есть русловые процессы, то есть размывание, неразмывание, то есть зоны затопления вот ближайших поселков будут определены. То есть вот старые Табаги, вот Каптагая, наверное, Табага сама попадет в зону изысканий. То есть, соответственно, будут производиться изучение льда, его воздействия на опоры. То есть комплекс для того, чтобы мост стоял долго и надежно. Сложности это вот будут, когда будет ледоход. Вот это будут сложности. А так, в принципе, у нас так грунты практически однородные. Тут проблем нету особых. У нас сейчас стоит срок захода в экспертизу где-то второй квартал следующего года, 2021 года. То есть это на самом деле для такого объекта это очень форсированные сроки. Поэтому мы вот сейчас очень сил много брошено на изыскание, то есть чтобы произвести их по зиме, со льда, потому что в мае пойдет ледоход, и тут уже будет не до изысканий. Тут на изыскание только какие-то небольшие участки, которые там возле трассы Лена или вот в районе Старой Табаги, которые не попадают в зону затопления. И летом будет еще инженерно-геодезические изыскания проходить. Изучение параметров гидрологии тоже, они будут производиться до осени. То есть весеннее половодье, осеннее, ну то есть от ледохода до ледостава. То есть это все будет изучаться. Исходные данные, они поступают в режиме реального времени, то есть происходит, то есть вот сейчас идет бурение, да, сейчас, соответственно, пойдет, первые пробы будут из лаборатории будут приходить для того, чтобы можно начинать было проектировать. То есть сейчас идет пока работа именно по формированию трассы, то есть по определению основных технических параметров моста. То есть, соответственно, фундаменты будут проектироваться, как только придут первые результаты по геологии. А на данном этапе сейчас как бы идет до 7 буровых станков работает. Соответственно, каждая бригада это 2-3 человека на льду находится. То есть, плюс идет штат, который камерально работает. То есть есть служба геодезистов. То есть на данный момент, я так понимаю, здесь до 50 человек на изысканиях, плюс в Москве, в Петербурге проектные институты. Привлечен Якутский институт мерзлотоведения, то есть они занимаются здесь промерами температур, опять же контролем изысканий. Так что тут работа идет.
То есть сказать точно, сколько людей, ну, сложно. После завершения работ, перед тем, как техника уйдет со льда, здесь будет произведена рекультивация площадок. Намороженный лед, он будет весь разрезан, то есть будут сделаны специальные прорези для того, чтобы минимизировать заторообразование, именно связанное с проведением изысканий. Буровые машины, вот данная машина, это пришла из Подмосковья, то есть это непосредственно на нашего основного подрядчика по изысканиям, они привезли сюда машину. А так здесь привлечены местные изыскатели, то есть идет вот чуть дальше, вот там работают изыскатели из Нерингри, то есть также здесь по поймам работают из Якутска машины, поэтому здесь, ну, акцент сделан на местных изыскателях, но при этом как бы наиболее серьезные и ответственные скважины, мы их делаем самостоятельно.